В эфире новости, в студии Петр Васильев. Здравствуйте. В начале коротко о темах. Юрий Трутнев провел заседание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. В центре внимания комплексное развитие опорных населенных пунктов. Вот в эксплуатацию Жатайская судоверфь ожидается до конца этого года. Стройготовность объекта около 95%. Ледовую переправу Хатасы-Павловск могут открыть уже к концу этой недели. На данный момент ее готовность почти 90%. Полпред ДФО Юрий Трутнев провел заседание Госкомиссии по вопросам развития Арктики. Одной из тем повестки стало распространение программы «Доступное арендное жилье» на опорные населенные пункты арктической зоны России. Так, в соответствии с поручением главы государства, в Арктике с 1 января следующего года заработает механизм предоставления арендных квартир для молодых специалистов. Квартиры, построенные за счет государства, будут сдаваться в наем за плату значительно ниже рыночной, благодаря субсидиям из федерального и регионального бюджетов. Такой механизм уже действует на Дальнем Востоке. С 2023 года региональным операторам передано более 2000 квартир. Квартиры пользуются спросом и позволяют людям за более приемлемые деньги получать комфортные условия, создавать семьи. Благодаря данной программе расход семей на аренду жилья составит примерно четверть от рыночной ставки. Обсудим, что необходимо сделать для того, чтобы программа также успешно реализовывалась в Арктике. Вот в эксплуатацию Жатайская судоверфь ожидается до конца этого года. Стройготовность объекта порядка 95%. Работоспособность предприятия оценила рабочая группа правительства республики совместно с председателем морской коллегии России Николаем Патрушевым. Общая площадь производственного комплекса 58 тысяч квадратных метров. Завод рассчитан на строительство крупных судов класса «Река-море» и в первую очередь будет работать для нужд ЛОРП. Первый заказ уже в работе. Это 100-метровая баржа, на которой сегодня идут проектные работы. Проектная мощность у нас предусмотрена до 10 судов в год. Да. В целом это 10 тысяч тонн металлопродукции в год, но на нее надо будет выходить постепенно. Во-первых, это должно быть серийное производство. Во-вторых, нам нужно будет дооснащать цех дополнительно еще, чтобы мы смогли выйти на эти производственные мощности. Министерство транспорта республики провело проверку хода работ по устройству ледовой переправы через реку Лену на участке Хатасы-Павловск. На данный момент готовность автоземника составляет порядка 90%. Ведутся работы по пробивке первых двух полос и заливке 3 и 4. Минимальная толщина льда, напомню, на переправе составляет около 32 сантиметров. Комиссия заявила, что при сохранении низких температур и хорошем состоянии льда проезд будет открыт уже в пятницу или в субботу. Во избежание аварийных и чрезвычайных ситуаций, связанных с риском для жизни, категорически запрещается выезд на лед до официального открытия переправ. На сегодня работа выполняется с опережением графика, поэтому сейчас и отрицательные погодные условия тоже чуть повлияли, можно сказать. Но хочется отметить то, что по сравнению с прошлым годом по гидрологии чуть похуже было, имеется. Поэтому задачу поставили для себя, то, что будем отрабатывать, чтобы открытие до конца этой недели, но это по погодным условиям будет. Дополнительно подрядчики и ГИИМ все структуры будут отдельно комиссионно проверять. Тем временем увеличена грузоподъемность на ледовом автозимнике через реку Амгу в Амгинском районе. С 25 ноября на основании акта контрольной проверки грузоподъемности переправы на 198-м километре автомобильной дороги Амга разрешили движение автотранспорта с общим весом до 5 тонн. Жители села Дагалан сплели 3766 квадратных метров маскировочных сетей. Так, с 2023 года в селе Усть-Алданского района работает филиал волонтерского движения «Добровольцы Якутска». За это время жители Аспехского наслега отправили на фронт 278 маскировочных сеток для блиндажей и техники, также 33 штуки для укрытия самих военнослужащих. Участвуя в акциях, население вносит свой вклад в приближение победы и поддерживает земляков по собственной инициативе. Наши волонтеры участвовали в 2 благотворительных концертах, проводимых волонтерским движением «Добровольцы» город Якутск. Также мы, например, помогаем не только сетями, например, мы
помогаем в акциях, собери ребенка в школу, или, например, подписываем на улусную газету и так далее. В день празднования уникального культурного наследия Якутии посол УНХО прошло вручение стипендий главы республики носителям традиционной культуры. На церемонию прибыли 26 известных аланхасутов, запевала Соха, кузнецов и народных мастеров со всей республики. Айсен Николаев поздравил собравшихся с праздничным днем и поблагодарил за вклад в возрождение, сохранение и распространение культурного наследия народа. Глава региона также подписал распоряжение об объявлении 3-го десятилетия УНХО в республике. Это очень радостное событие. Это дает очень большую надежду для развития нашего нематериального культурного наследия, богатства эпоса Олонхо. И это как бы дает возможность, стимул дальше развития, еще больше развития. Я с 2010 года занимаюсь эпосом Олонхо, и как бы 15 лет кропотливый труд, результат будет. Результат наконец-то настал. Наконец-то Республика Саха-Якутия, правительство Ильтархан признали лучшим. Поэтому это для нас очень большая честь. В Чурапчинском районе по итогам 10 месяцев этого года поддержкой социального контракта воспользовались 98 человек. В этом году, например, молодая мама Оксана Протодьяконова с помощью соцконтракта в сумме 350 тысяч рублей открыла свою мини-пекарню в селе Хадар. Для реализации бизнеса на полученные средства были приобретены тестомес и печь для хлебобулочных и кондитерских изделий в пекарнях. С пекарней мы заключили договор в июле 2025 года. Ежедневно берем по 10-15 булок. Получается очень удобно, потому что у нас много работников и постоянно новый, то есть свежий хлеб, вкусно и очень качественно. В год 125-летия системы здравоохранения в Нюрбинском районе в Центральной библиотеке состоялась презентация новой книги «Вы, ангелы-хранители, дарющие белый свет зари». Ее автором является Мария Степанова-Каретникова, которая долгие годы проработала в терапевтическом отделении Нюрбинской ЦРБ. Именно своему родному отделению автор посвятила это издание. Новая книга рассказывает о людях, которые всю свою жизнь посвятили самому святому спасению жизни людей. В короткий срок мы все собрали, все материалы собрали. Все были вовлечены в печатание этой книги. Мы все были вовлечены. Книга была издана, 75 экземпляров. Книга состоит из 189 страниц. Туда вошли 63 воспоминаний и 339 фотографий. В Мингино-Кангаласском районе в Харанской СОШ имени Иннокентия Игнатьева стартовал марафон для родителей. Прошли мероприятия по пропаганде ЗОЖ. Для мальчиков с 5 по 11 классы и отцов состоялась встреча с лектором, директором фонда «Здоровый образ жизни» Шудря Еленой Ивановной на тему «Я сам в ответе за свой народ, за жизнь и за народ». Елена Ивановна рассказала о важности мужчины перед семьей и детьми, а для детей младших классов и их родителей провели конкурс «Мама Папая. Спортивная семья». Сейчас мы пообщались с детьми, получила огромное положительное впечатление. Дети очень хорошо осведомлены, им понравились моменты нашей лекции, где мы рассказывали, как формируются привычки, как формировать хорошие привычки, как убирать плохие привычки, и что в итоге получается, если у тебя набор хороших привычек, как ты целеустремлен, уверен, как ты достигаешь своих целей, и наоборот, как вредные привычки мешают нам достигать простых, элементарных каких-то наших планов, буквально планов на завтрашний день или на ближайшие годы. И очень красиво было работать и интересно с малышами, пятиклассниками, которые очень четко показали, как все эти программы в нашей жизни уже работают. В Центре доп. Образования Алекминского района реализуется масштабный проект с большими перспективами «Школа креативных профессий будущего». В центре работают студии, где ребята получают навыки работы с нейросетью и искусственным интеллектом. В их числе и студия нейрохудожник анимации, где можно создавать мультфильмы с помощью ИИ. Сегодня это первые навыки, а завтра уже профессия. Это мой друг Карлс. Он живет в космосе, он любит летать на Землю на своей любимой ракете. Чудо, которое оживает прямо на глазах, все это плоды творчества ребят разных возрастов. У каждого рисунка своя жизнь и судьба, которую создают ребята.
Студия называется «Нейрохудожник анимации» в рамках проекта «Школа креативных профессий будущего». Там ребята обучаются работе с нейросетями, то есть генерируют картинки и в дальнейшем из этих картинок делают видеоряд. Таким образом получается мультипликация при помощи искусственного интеллекта. Заданием было нарисовать несуществующее животное и описать его несколькими словами. И потом уже на основе описания мы оживляли изображение при помощи нейросетей. Надо было видеть восторженные глаза ребят, для которых открылась дверь в волшебный мир. Бога леса, он защищает лес, и его можно увидеть только тем людям, которые правильно относятся к лесу. Что было самое интересное по итогу этого этапа работы? Ну, то, что она в конце сделали видео, и она оживала, летала там. Современные технологии дают новые возможности буквально каждый день. То, что вчера было нереальным, сегодня в обиходе. Так, с самого юного возраста ребята легко владевают совсем новыми технологиями. Да, очень интересно. А чем вы там занимаетесь? Ну, мы монтажируем видео всякие, создаем видео, фотографируем. Ну, у нас там каждый, можно сказать, своим. Кто-то задумывает, кто-то монтажирует, кто-то ходит. К слову, это не просто игра. Сегодня эти навыки вполне возможный выбор профессии подросшего ребенка. Открылась школа креативных профессий. Там не только нейросети, да, у нас будет там ряд профессий, освоенных детьми. Это все касается креативных профессий, которые будут в будущем популярны. Это как нейрохудожник анимации, это у нас дополненная реальность, архитектор, графический дизайнер, моушен дизайн, монтаж и так далее. Будущее начинается здесь и сейчас. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Это были все новости к этому часу. До встречи в дальнейших эфирах.